Добрый вечер, дорогие друзья! Несколько дней назад я выложил у себя на канале Даймок онлайн видео, посвященные Бирме, и в котором я в том числе говорил о наших соседях калмыках. Совсем недалеко от Чеченской Республики находится, как мы знаем, Республика Калмыкия. И когда я говорил в этом видео по разным пунктам, я допустил пару ошибок, некоторые неточности, в общем, связанные именно с нашей мусульманской религией. Поэтому по некоторым причинам мне пришлось это видео удалить. Но в этом видео были некие интересные моменты, когда я рассказывал о калмыках как таковых, о национальностях, о жителях Калмыкии, о том, как они помогали чеченскому народу во время военных действий в Чеченской Республике. И, к сожалению, вот с тем, что мне пришлось удалить и то, что я говорил о калмыках. Поэтому я сейчас хочу вернуться и сказать эти добрые, приятные, хорошие слова жителям этой республики. Я добавлю в конце этого ролика видео нашего большого друга Умара, который на протяжении многих лет, начиная с 2000 года, работал представителем главы Чеченской Республики в Республике Калмыкия. И Умар очень уважаемый человек, как у нас в республике, так и в самой Республике Калмыкия, где он проживает. Он очень многое видел, очень многое сам пережил, и он рассказывал много интересных вещей. И в конце этого видео я помещу его интервью, которое во многом будет перекликаться с тем, что говорю я. Итак, Умар рассказывал интересную вещь, что когда рассматривался вопрос о вводе войск для проведения такой операции, скажем так, как она тогда называлась, в Чеченскую Республику, фактически для военных действий в Чеченскую Республику, Кирсан Илюмжинов, президент Калмыкии, был тем человеком, единственным человеком, который категорически выступил против этого. Был единственным человеком, который категорически отказался подписать, будучи в Совете Федерации, документ об одобрении ввода войск в Чеченскую Республику. Это о многом говорит, и большое уважение к этому человеку. В дальнейшем, когда уже шли у нас военные действия во время Первой Чеченской войны, я узнал, сравнительно недавно, что жители Калмыкии очень переживали за жителей Чеченской Республики, за чеченцев и не только чеченцев, что собирали гуманитарную помощь в массовом порядке, что жители Калмыкии, как государственные служащие по своим линиям, так и простые люди, которые нигде не работали, простые люди, которые проявляли личную инициативу или откликались на чей-то призыв, простые люди также собирали гуманитарную помощь. Я знаю, что было много людей, было много чиновников, которые инициировали сбор этой гуманитарной помощи. Я могу назвать только одно имя человека, с которым я лично как-то общался, и который мне об этом в том числе рассказывал. Это Вячеслав Илюмжинов, старший брат Кирсана Илюмжинова. Он был одним из инициаторов такого сбора гуманитарной помощи и отправки в Чеченскую Республику. И, Вячеслав, если вы каким-то образом меня видите, огромное спасибо вам, огромное спасибо вашим коллегам, вашему брату. И огромное спасибо тем людям, которые эту помощь собирали, которые инициировали это, которых я не знаю, которых имен, к сожалению, не знаю. Но люди пытались помочь жителям нашей республики в трудное для нас время, а это очень дорого стоит. И я рассказываю сейчас об этом, чтобы как можно больше людей об этом знали. Кирсан Илюмжинов, выступая
официально заявил, что пока в Чеченской Республике будут проходить боевые действия, он сделает все возможное, чтобы в Калмыкии чеченцы чувствовали себя как у себя дома, чтобы в Калмыкии для них было комфортно, и наши люди это там ощущали. Кирсан Илюмжинов, кстати, большой друг нашего главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича. Я как-то присутствовал при их разговоре, и мне было очень приятно, что они являются очень хорошими друзьями. Было очень приятно все это видеть, слышать. Кирсан Илюмжинов объявил, что машины, проходящие через Республику Калмыкия, а очень много машин проезжают, чеченцы, которые проезжают по дороге через Республику Калмыкия, как можно меньше им будет создаваться проблем, то есть для них будет открыт фактически зеленый коридор через Республику Калмыкия, когда сотрудники ДПС не то чтобы не создавали каких-то проблем, а наоборот старались помогать людям, которые едут из нашей республики, и это тоже очень дорого стоит. Я слышал об одном человеке, имени, к сожалению, которого не знаю, который в годы той военной кампании, который был министром здравоохранения Республики Калмыкия. И он также по своей линии многократно собирал гуманитарную помощь уже в виде лекарств и целыми КАМАЗами сам эту гуманитарную помощь привозил в Чеченскую Республику. И даже рассказывать это как бы без чувств очень трудно. Спасибо. Спасибо всем, кто нам помогал в трудные годы. Я, конечно, не имею никакого права говорить от имени народа, но я могу сказать от имени себя, от имени своей семьи, от имени своих друзей. И когда тебе в трудные дни, когда в трудную минуту тебе протягивают руку, ты к этим людям чувствуешь потом, может быть, всю жизнь самые наилучшие чувства. И поэтому, когда я слышу о калмыках или вижу калмыков, первое, что мне приходит в голову и что у меня встает перед глазами, это их искреннее желание помочь жителям нашей республики в те трудные годы. И это очень дорого стоит. Огромное им за это спасибо. Есть очень много сил в этом мире, которые делают все возможное, чтобы разъединять и стравливать людей между собой, чтобы ими было легче управлять, чтобы легче было завоевывать и разрушать чужие страны. Если мы будем брать какие-то проблемные моменты, какие-то конфликты, и раз за разом об этом рассказывать, если мы будем раскручивать какие-то конфликты, то у нас очень много найдется конфликтов, которые можно раскрутить. У нас очень много будет недовольства и с той, и с другой стороны, о которых можно рассказывать и рассказывать. Но приведет ли это к пользе для кого-либо? Приведет ли это к добру? Породит ли это еще большее добро, породит ли это добро как таковое, если мы будем рассказывать о различных случаях зла? Я в этом сомневаюсь, не породит. Если мы будем рассказывать о различных факторах зла, о конфликтах, о том, как проходило то или иное, если мы будем искать и вспоминать какие-то конфликтные ситуации и рассказывать это приведет только к плохому, это приведет только к злу.
Но если мы будем искать, вспоминать и рассказывать людям хорошие истории, истории о добре, истории о сострадании, истории о помощи, тем самым мы будем способствовать тому, что это добро, сострадание и помощь будет увеличиваться в этом мире. Давайте говорить доброе. Давайте нести добро. Именно это завещает нам Всевышний Аллах. И именно это и есть правильный путь.